Привет! Это 6-й эпизод из плейлиста о основах Roblox студии. Я Хронот, и в этом выпуске мы поговорим о функциях. В предыдущем эпизоде мы поговорили о свойствах и как их менять с помощью скриптов. Если вы не смотрели предыдущую часть, я настоятельно рекомендую сделать это, так как она содержит важную информацию для лучшего понимания сегодняшней темы. Итак, перейдем к выпуску. Но перед началом выпуска я хочу порекомендовать подписаться на мой Telegram. Там я выкладываю полезную информацию о будущих роликах, эксклюзивные скрипты и отвечаю на некоторые ваши вопросы. Ссылка на него будет в описании. Как и в прошлом эпизоде, отключим скрипт из него, убрав галочку возле свойства Enabled. Создадим новый скрипт, нажав плюсик возле Workspace. Переименуем скрипт, назвав его «Функция». Очистим скрипт. И перед тем, как я объясню, что такое функции, представим ситуацию. Например, нам нужно несколько раз поменять свойства прозрачности детали BasePlate. Для этого мы перейдем в скрипт и сначала сделаем референс детали с помощью переменной, как в прошлом выпуске. Для этого мы напишем local название переменной, например, myPart. Поставим знак равно и напишем game.workspace.baseplate. Теперь поменяем значение свойства transparency, написав myPart.transparency, знак равно и число 1. И, например, если я хочу изменить это же свойство еще несколько раз, мне нужно выбрать эту строку и скопировать ее с помощью Ctrl-C. Или же нажав правую кнопку мыши и кнопку копия. Далее переходим на следующую строку и нажимаем сочетание Ctrl плюс V, чтобы вставить строку, или же опять нажимаем PKM и там нажимаем кнопку Paste. Поменяем значение прозрачности на 0,5. Ставим еще раз строку с помощью Ctrl-V и поменяем значение на 0. И вот у нас есть три строки, которые по сути делают одно и то же с деталькой. Но что я сейчас копирую эти три строки с помощью Ctrl-C и ставлю их ниже с помощью Ctrl-V. Теперь у нас уже 6 строк кода. Если я вставлю еще раз, их уже будет 9. И если мы продолжим их вставлять, то у нас будет очень и очень много похожих строк. Это очень неудобно как для разработчика, так и не оптимизировано для студии. Что если я вам скажу, что есть более эффективный способ это сделать? В этом нам и помогут те самые функции. Что же такое функция? Функция — это часть кода, которая содержит несколько строк кода, которые вызываются просто с помощью названия этой функции. Это не очень понятно до тех пор, пока я не покажу это. Поэтому для начала удалим все строки с изменением свойства, кроме трех первых. Для этого нажмем несколько раз Ctrl-Z. Теперь после нашей перемены добавим две строки кода и напишем вновь слово local. Все это я объясню в дальнейшем, пока что просто повторяйте за мной. Теперь напишем слово function, чтобы Roblox понимал, что мы создаем функцию. И теперь напишем любое абсолютное название для этой функции. Например, update transparency. Теперь возле названия пробела ставим круглые скобки. Перемещаем наш текстовый курсор вправо до упора и нажимаем Enter. Теперь, как вы видите, Roblox автоматически добавил слово end, которое обозначает конец функции. И вот этот вот маленький отступ, который означает, что эти строки относятся к какому-то условию. В данном случае функции. То есть, если мы что-то напишем, то оно будет иметь отступ от левого края и будет относиться к этой функции update transparency. Теперь перенесем наши три строки для изменения прозрачности в эту функцию. Для этого мы их вырежем, а не просто скопируем. Чтобы так сделать, выделим строки и нажмем сочетание Ctrl плюс X. Как вы видите, строки пропали, но они не удалились, а сохранились в нашем буфере обмена. Теперь, если мы попробуем вставить их внутрь функции с помощью Ctrl-V, то они появятся. Все должно работать, не так ли? Если мы нажмем играть, то увидим изменения, правда? Ну, на самом деле нет. Это не так. Мы не увидим изменения у BasePlate, потому что мы только создали функцию, а теперь уже должны вызвать ее. Поэтому нажмем стоп и вернемся в скрипт. Нам нужно именно вызвать эту функцию внутри скрипта, чтобы изменить свойства детали. Для этого нам нужно просто написать update transparency и поставить скобки без пробела. То есть, грубо говоря, то, что мы написали в названии функции, мы написали и здесь. Теперь все наконец будет работать. Правда, нам нужно еще немножко отредактировать код внутри функции, так как значение transparency у детальки по умолчанию 0. Значит, изменений мы все равно не увидим. Поэтому скопируем вот эту строку и ставим ее ниже, а потом скопируем первую строку и ставим ее последней. Вернемся на вкладку игры, нажмем Play и увидим, что BasePlate стала прозрачной после всех этих строк кода. Теперь мы просто можем вызывать подряд одну и ту же функцию прозрачности, нажав Enter и опять написав Update Transparency. И она будет работать точно так же, как если бы мы скопировали эти 5 строк кода и сделали бы вот так. То есть вот это эквивалентно вот этому. И этот способ намного лучше для написания скриптов. И это 100% поможет нам с написанием и оптимизацией кода в дальнейшем для более сложных скриптов. Теперь попробуем создать еще одну функцию. Для этого удалим все в скрипте. Нажмем еще одну комбинацию клавиш Ctrl плюс A, которая выделит весь код. И теперь нажмем Backspace, чтобы удалить все. Теперь создадим новую функцию, напишем local function и назовем ее, например, TextPrinter. Ставим круглые кавычки и нажимаем Enter с краю.
Внутри функции я напишу действие print с круглыми скобками и в двойных кавычках напишу букву А. Потом скопирую эту строку, вставлю еще раз и напишу букву Б. И так сделаю третий раз с буквой В. Теперь мы можем вывести весь этот текст, просто вызывая функцию TextPrinter. И можем сделать точно так же, написав абсолютно то же самое. Можно сделать это еще раз, потому что почему бы и нет. И теперь, если мы запустим, то увидим в консоли, что ABV повторяется трижды, потому что мы вызывали функцию TextPrinter один раз, которая выполняет три действия print для букв А, Б и В. И потом она сделает то же самое еще раз, вывев А, Б и В, и потом это сделает в последний раз, опять вывев то же самое. Я надеюсь, что вы смогли разобраться с этим фундаментальным концептом. Поговорим о еще одной важной детали при работе с функциями. Как вы уже заметили, возле функции мы всегда пишем круглые скобки. Но для чего же они нужны? В них мы пишем аргументы функции. Что же это такое? На самом деле это почти те же переменные, но работает чуть-чуть по-другому. В нашем коде для вывода А, Б и В мы написали три различных действия print. Но что если я скажу, что мы могли бы с помощью всего одного действия выводить абсолютно любые слова? Именно для этого и нужны аргументы. Итак, внутрь наших круглых скобок около функции мы напишем какое-либо слово, например, output, который является названием нашего аргумента. Теперь я удалю два действия print, и в одном оставшемся поменяю текст в скобках на слово output. Теперь внизу в первом вызове функции поставим кавычки и напишем «подпишись». Во втором поставь лайк. В третьем нажми на колокольчик. Теперь, если мы запустим игру, то в консоли увидим, что у нас вывелось три этих строки поочередно. То есть аргумент функции это то же самое, как переменная. Она хранит референс-значение, которое мы передаем функции, когда вызываем ее. Это означает, что мы можем делать универсальные функции под различные задачи, и это невероятно полезно. Также у функции может быть не один, а несколько аргументов. Для этого мы ставим после первого аргумента запятую и пишем название для второго. Например, output 2. Теперь выведем и ее с помощью другого действия print. Но тут есть одна маленькая деталь. Если мы забудем указать значение для аргумента при вызове, то он окажется пустым. Попробуем это. В первом вызове напишем «спасибо». Во втором вызове «надеюсь, тебе понравилось». А в третьем ничего. Попробуем запустить и увидим, что в первых двух случаях вывелись все строки. А в третий вывелся первый аргумент корректно, а вместо второго слова nil, которое означает, что какой-либо объект является пустым. Поэтому важно не забывать указывать ровно то количество аргументов, которые мы передаем функции. Теперь перейдем к выводам эпизода. В его рамках мы разобрали, что такое функция, как она работает и как добавлять в нее аргументы. Теперь о сегодняшнем домашнем задании. Я хочу, чтобы ты попробовал создать несколько своих функций с различными действиями внутри них и с различными аргументами. Не стесняйся использовать фантазию и пробовать что душе угодно. А на этом все для сегодняшнего выпуска, и увидимся в следующей части этого плейлиста.